Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи вахда. Вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. На одной из наших прошлых хутб мы говорили с вами, что пророк алейхиссалату вассалам сказал, что Умар ибн Хаттаб — это дверь. Это дверь. Если эта дверь будет сломана, то начнется смута, которая уже потом не прекратится до судного дня. Да. И когда убили, неверующие убили Умара ибн Хаттаба, после этого началась фитна. И одним из первых крупных проявлений этой фитны, первым проявлением этой фитны было несправедливое убиение Усмана ибн Аффана, радiyallahu та'аля. Пророк алейхиссалату вассалам сообщил в своих хадисах о том, что будет с Усманом. Об этих событиях будущего. Для чего пророк алейхиссалату вассалам сообщал об вот этих вот фитнах, об этих смутах, которые будут? Для чего? Мудрость этого? Много мудрости. Во-первых, для того, чтобы люди лишний раз убедились, что он есть истинный пророк от Аллаха. То, что он сообщал, все есть правда и истина. Это из знамений Всевышнего Аллаха, который своим пророкам открывает знания сокровенного. То из этого знания, что пожелает. Он знающий сокровенного и никого не посвящает в сокровенно, кроме посланников, которым ему дано. Так, это первая мудрость. Другая мудрость. Пророк алейхиссалату вассалам сообщил нам про эти смуты, которые придут как мрак ночи. Слепые, немые смуты. Для того, чтобы предостеречь тех людей, которые устремляются к этим смутам. Для того, чтобы люди запасались шариатским знанием, чтобы они держались за ученых этой уммы. Потому что когда приходят эти смуты, кто тогда сможет уцелеть и не погибнуть? Те люди, сердца которых Аллах оживил шариатским знанием правильно, и сердца которых Он снабдил богобоязненностью, таква. Еще почему? Пророк алейхиссалату вассалам упоминал подобные события, рассказывал о них, для того, чтобы люди были готовы к ним, если они случаются, чтобы люди занимали во время этих фитн правильное положение, угодное Аллаху субхану ва тааля, правильную позицию. Пророк алейхиссалату вассалам сообщил, что во главе этих фитн стоят кто? Лицемеры. Это он сказал нам для того, чтобы мы были осторожны. Что люди, которые делают вид, что они принимают ислам, что они вошли в ислам, что они мусульмане, они зачастую, или со стороны люди, они от имени ислама говоря, могут вот так вот сеять рознь, сеять фитнес среди верующих людей. Распространяя различные новшества, различную ересь. Эта история, она раскрывает нам опасность невежества. Опасность вот этой слепой, невежественной толпы, которая попадает под влияние чистоплотных людей, лицемеров, которые желают вреда для уммы, которые желают раскола, фитны, которые имеют свои корыстные интересы. Эта история, она предостерегает нас от того, чтобы не стать пособником зла, чтобы не стать игрушкой в руках ораторов, которые красиво говорят. Не обращая внимания на слова знатоков ислама, не обращая внимания на слова ученых, мудрых наставников, которые знают ислам, которые искренне относятся к мусульманам, которые имеют понимание религии. Вот эти вот люди, которые восстали против Усмана, ну почему же они не пошли за сподвижниками, ведь в ту пору были живы сподвижники, за мудрыми сподвижниками? Почему они не поинтересовались их мнением, то, что мы делаем, это правильно или нет? И сегодня люди, почему они не интересуются мнением ученых? Почему они идут на поводу у собственных эмоций, у каких-то слухов, на поводу у ораторов, которые умеют зажигать толпу своими речами, лозунгами. И итог вот такого следования за невеждами, которые кажутся искренними, которые, казалось бы, выступают за справедливость, которые даже могут ссылаться на аяты Корана. Итог вот такого следования за ними всегда плачевный. Это горе для умы. Это засасывание ее на долгие годы в кровопролитие. Очень опасно вставать под какое-то знамя, вливаться в какие-то ряды, если ты не знаешь на 100%, что это знамя истинное, которое основано на шариатском знании, на понимании религии.
Вот эти толпы невежественных людей, они становятся игрушкой в руках лицемеров. Они усыпляют их речами своими и решают свои меркантильные интересы. Эти люди готовы пройти по трупам, пролить кровь своих соотечественников, пролить кровь своих единоверцев ради достижения своих каких-то презренных интересов. А невежественные люди, да, пусть искренне, зачастую они оказываются орудием зла в руках этих людей. Они думают, что приносят пользу, а на самом деле приносят вред. Поэтому давайте будем изучать религию Аллаха Субхану ва Тааля. Давайте не будем лениться познавать нашу веру, принципы, убеждения Расуля ва Джамаа. Те принципы, которые придерживались сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первое поколение мусульман, имамы. Изучайте религию Аллаха, или по крайней мере, прислушивайтесь к людям, которые имеют знания религии, которые имеют мудрость исследования истины. Держитесь за таких людей, это по крайней мере. То, что сказано в этой истории, оно предостерегает нас от того, чтобы человек участвовал в этих фитнах. В этих фитнах и смутах лучше, как сказано в хадисе. Как сказано в хадисе, сидящий здесь лучше, чем стоящий. Стоящий лучше, чем идущий. Идущий лучше, чем бегущий. Сказано, и войдут, пророк алейхиссалату вассалям говорит, и сломайте ваши луки, и разорвите ваши тетивы, и ударьте ваши мечи о камни, и разбейте их, сломайте их, если даже войдут к вам в голову, то будьте как лучшие сыновей Адама. Два сына Адама, два брата, когда один из них захотел убить другого. Что сказал второй? Он сказал, я не понимаю тебя, я не буду убийцей. То есть, когда возникают какие-то конфликты между мусульманами, не надо быть во главе этой фитны, не надо участвовать в этих фитнах. Придержите руки, придержите языки. Опасайтесь стать потенциальными убийцами. Вот что говорит нам эта история. Когда происходит убийство, подобное убийству Усмана, виноваты же не только сами убийцы. Виноваты и те, кто участвовал в разговорах, в переносе сплетен, кто будоражил народ. Аллах говорит, вы распространяете лживые речи своими языками, говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, думаете, полагаете, что это незначительное что-то, а у Аллаха это велико. Поэтому опасайся стать виновником фитны и кровопролития между мусульманами. Опасайся стать причиной лишения мусульманами покоя, мира, стабильности, безопасности, возможности исповедовать свою религию. Ты когда делаешь что-то, подумай, вдруг твое действие приведет к тому, что мусульмане потеряют возможность нормально исповедовать свою религию, молиться в мечетях. Не делать то, что станет причиной возможности изучать Куран и Сунну, собираться в домах Аллаха Субхану ва Тааля, приведет к закрытию мечети, прекращению азана. Ты думаешь, что что-то полезное делаешь, да, мы на самом деле наносишь ей колоссальный вред. И, конечно, эта история говорит нам, опасайся покуситься на кого-то несправедливо. Опасайся своей рукой или языком посягнуть на человека, если ты не уверен на все 100%, что имеешь на это право. Особенно если это человек, ученый ислама или праведник. Когда человек покушается на ученого своим языком, он тем самым отвращает людей от следования за знанием. И когда люди перестают следовать за знающими людьми, тогда они следуют. Тогда они следуют либо за людьми зла, носителями сатанинских идей каких-то, либо за невеждами, и то, и другое ведет людей к гибели. И просто правильный человек, просто мусульманин, опасайся сделать ему плохо, потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он всегда на стороне обиженного. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он объявляет войну тому, кто причиняет вред, поступает несправедливо с его угодником, с его правильным врагом. Каждый раз, когда хочешь пошевелить языком или нанести вред рукой, лишний раз подумай об этом. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит нас всех на прямом пути. Пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам жить в исламе и умереть в имане. Пусть Аллах Субхану ва Тааля будет доволен всеми сподвижниками, их Абу Бакр Усман и Умар Усман и Али, Аллаху анхум. Пусть Аллах Субхану ва Тааля помилует наших умерших, простит нам и им, и ведет нас всех в рай и убережет от адского огня. Саллаллаху алейхи ва саллям.